Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня у нас вот такой глубокий расклад на разбор отношений. Он поможет понять чувства, намерения, динамику, возможное развитие отношений. То есть мы тут разбираем с вами отношения. Если вам подойдет расклад, вы можете его посмотреть. Если не подойдет, ну, значит, ситуация не ваша, да? Итак, давайте посмотрим. Расклад на отношения с загаданным человеком. Вы загадываете некого человека, любовные отношения с этим человеком. Итак, основная энергетика отношений ваших, то есть какова общая атмосфера между вами. Тройка кубков. Вот понимаете, это отношения, где так-то людям хорошо друг с другом, весело, интересно, и классно и легко. Вы как будто на одной волне, вот буквально. У вас есть друг к другу такое, как вот стремление, влечение. Это с одной стороны. А с другой стороны, тройки, они всегда намекают, что в отношениях есть кто-то еще. Вот какое-то третье заинтересованное лицо. И да, здесь очень такая интересная связь. Вы радуете друг друга, вы нужны друг другу. У вас есть, вот когда вы там в мирном, спокойном друг с другом состоянии, такая гармония сразу, да, и общее увлечение, и общее развлечение, и вы симпатичные друг другу, вы влюблены в друг друга. То есть все это есть. Это очень хорошая карта. Через эти отношения у вас многие желания исполняются. И, конечно, такая карта характеризует отношения только с лучшей стороны. Вот я говорю, да, как бы могут кто-то вмешиваться в отношения, то есть есть третье заинтересованное лицо. Но что вы чувствуете к этому человеку? Туз мечей. Туз мечей — это прямая заинтересованность и желание чего-то добиться от этого человека. Буквально, может быть, привести его к какому-то решению или к тому, чтобы этот человек был более с вами открыт, говорил более ясно, более четко, более понятно, более открыто, более откровенно. И вам бы хотелось, чтобы человек понимал, для чего ему эти отношения, чтобы он понимал вас, а что этот человек чувствует. Колесница — это страсть, это яркость, это желание быть рядом. Но у человека по этой карте могут быть и свои какие-то жизненные задачи. И иногда, вот если у вас совпадают жизненные задачи, он это чувствует, да, то он с вами все. А иногда, если не совпадают, то даже при всей своей любви, и там страсти, влюбленности, человек может ускакать. То есть это свободолюбивый человек в любом случае. Да, и у человека есть и лидерские качества, и у вас тоже. Поэтому тут и так, и так. То есть вы как будто, все-таки двое людей с лидерскими качествами завышенными. И у каждого из вас есть свое стремление. Вот я говорю, если их объединить, то поскачете вы по жизненному пути точно вместе. Вот. Но вообще у этого человека есть к вам сила чувств. Намерения. У вас какие намерения истинные? Семерка жезлов. Семерка жезлов — это отстоять эти отношения, побороться за них. То есть у вас есть и ревность, и прямая заинтересованность, и вы чего-то от этого человека все же очень хотите прям добиться. Прям вот у вас какой-то формат в голове конкретный, и вас что-то другое не интересует, вам бы хотелось вот именно вот этого чего-то, может даже огня побольше, заинтересованности в вас этого человека побольше. Вы прям из него как будто вы что-то выжимаете сейчас, прям надавливаете. Но это с одной стороны. С другой стороны, вы видите врагов, которые посягают на эти отношения и хотели бы от них
отбрыкаться, отвоеваться, да, вот, чтобы их тоже победить. Ну, или родственников победить, которые там масло в огонь подливают. У него намерение или у нее туз кубков вызвать чувства почему-то. Вот побольше эмоций. Чтобы у вас выражались эмоции, чтобы вы больше их выражали в сторону этого человека. Чтобы вы больше признавались в любви, говорили там о чувствах, говорили и этому человеку что-то о нем хорошее. Даже вот каких-то вот отношений больше хотелось бы. И намерение продолжать отношения, но именно вот на той волне, да, чтобы исцелять их и чтобы видно было ваши чувства. То есть вот вы хотели бы от этого человека добиться выражения чувств, да? А этот человек от вас. Понимаете? Этот человек хотел бы от вас даже, ну не знаю, какой-то похвалы, что ли. Признание его заслуг перед вами, там, комплименты, хорошие слова. Даже если это мужчина. Что скрыто? Ну, что с вашей стороны скрыто? Шестерка мечей. Вы в любой момент можете взять, ну, там, не знаю, например, детей или ребенка и ускакать, улететь, убежать, не знаю. Или имущество свое, там, кошку, собаку, что угодно такое, кого угодно такого, да, там имущество это что, собака, кошка, кого. Я имею в виду, что прихватить то, что принадлежит только вам, и уехать, уйти, психануть, отпустить. Вот у вас как-то ультиматум. То, что если вот запахнет жареным, вы возьмете и просто уйдете, потому что, ну, может быть, слишком много сил потратили на отношения, слишком много всего хотите, и если вам это не дадут, ну, вам как бы малого не надо, чего-то, ну, меньшего, чем вы хотите. Что скрыто со стороны этого человека? На самом деле у этого человека к вам больше эмоций, чем вы думаете. То есть человек скрывает более нежные чувства к вам и большую трепетность, чем показывает, ну, внешне. Есть романтика, есть влечение, есть желание что-то сделать хорошее, даже готовить сюрприз или подарок, или просто хорошие слова внутри застряли. То есть у вас разное скрыто. Вы как будто бы при всей своей борьбе за отношения, при всем, при том, что вы очень много чего требуете, чего хотите, да, но вы можете взять и уйти. Или даже готовы вы. А этот человек, он не готов уходить, как бы, да, а готов или готова сделать что-то приятное, наоборот. И больше чувств внутри, чем снаружи. Взаимодействие в отношениях. Как вы влияете друг на друга, что ли? Или какие уроки несут эти отношения? Как вы на него влияете или на нее? Суд. Но у вас, вы знаете, что это отношения по судьбе или по карме, ну как сказать, что вы уже встречались в прошлых жизнях, и в каком-то смысле вы хорошо влияете на человека, открываете ему новый путь, возрождаете его, даете ему в жизни некий шанс, стимулируете к действиям. Как он на вас влияет или какие уроки? Он вас как-то делает лучше, что ли. А больше любви к себе, вот что благодаря ему вы больше любите себя, во-первых. Во-вторых, становитесь как-то краше, лучше, вот не знаю, приятней, добрее, вот точно добрее. Он еще, этот человек или она, вызывает в вас большую доброту. Вы
вы в нем стимулируете именно действия какие-то, и перемены в жизни, и возрождение, и улучшение, его рост, да, а он в вас вызывает доброту, любовь к себе, проработку страшных каких-то там психологических травм или проработку избавления там от тревог. Вот так. То есть положительно как-то благотворно на вас влияет, что ли. Раскрывает вашу душу, раскрывает вашу внутреннюю красоту. Будущее в ближайшие 3-6 месяцев у этих отношений какое? Сначала идет повешенный. То есть идет просто подвешенное состояние, и сначала ничего не происходит. Потом идет момент такого вывода. Вы делаете вывод, что много не замечали в этих отношениях, все время разочаровывались, замечали только все плохое, плохое, плохое в человеке, в отношениях, а хорошего, ну, почему-то не видели. Вот так. И начинаете видеть, и решаете тактику в отношениях кардинально поменять, и расстаться со своим разочарованием, расстаться с тем, какая была вообще ситуация в отношениях. Вот. Исцеляете отношения и делаете их более романтичными, гармоничными, приятными. Вот так. То есть у вас есть стремление их исцелить. У вас есть стремление убрать это разочарование, которым вы были полны. То есть, понимаете, счастье наше зависит от того, что мы вокруг себя замечаем. Вот я много раз это уже наблюдала. Мы можем замечать даже вот в условиях, когда мы, там, не знаю, очень богато живем и счастливы, и там здоровы, и все вокруг хорошо, и нас любят, и только плохое можем замечать, и будем несчастливы. То есть на самом деле мы счастливы, у нас все есть, да, но мы замечаем плохое, и все. И это счастье стирается. И наоборот, можно жить там сколько угодно, плохо, бедно, в плохих условиях, но замечать только хорошее, тогда ты будешь счастлив. То есть счастье зависит не от того, какая у тебя окружающая среда, да, а от твоего внутреннего вот этого состояния, что я замечаю. И вот в ближайшие 3-6 месяцев вы как раз решите, вот прям примите решение выйти из подвешенного состояния, расстаться с разочарованием, начать замечать хорошее в человеке, исцелить отношения и сделать их очень хорошими, добрыми. Прям добрые отношения будут. Совет, как лучше вообще поступить с этими отношениями? Здесь нужен новый путь, шут. Вместе рискнуть, вместе, может быть, отправиться в путешествие, все изменить, все вот поменять между вами в какую-то лучшую сторону, проработать все плохие моменты и начать с нуля вот по-другому. Это самый лучший совет здесь. Вот рискнуть и переиначить все. На что обратить особое внимание, чтобы не допускать ошибок? Ну, на то, чтобы вот была романтика в отношениях. То есть, если думать хорошо о человеке, если допускать только хорошие мысли, если смягчать острые углы и быть романтичным, добрым, то отношения будут идеальными, можно сказать. Какая причина проблем? Вот, корень проблем ваших. Но вы наивно полагали, что должно быть так, как вы только хотите, и никак иначе. То есть это самая большая проблема этих отношений. То есть все, мол, по-вашему и все. Только так, как вы хотите. Это самый большой корень, вот самый такой глубокий корень проблемы этих отношений. Что мешает развитию, что блокирует прогресс? Материальный аспект. Вот, и чьи-то примеры. Вот, не знаю, допустим, мужчина может думать, женщина должна быть вот такая. Вот пример.
Женщина может думать, мужчина должен быть вот такой, с такими-то параметрами. Вот пример. И это мешает развитию ваших отношений, потому что вы совсем другие, чем вот те люди, про которых вы там упоминаете в своей голове. И друг другу. Потенциал в будущем ваш на год и дальше какой. Счастливые отношения, Солнце. Здесь, понимаете, если относиться по-доброму, если перестать разочаровываться в своей голове, а настроиться на позитивный лад, можно вообще все изменить в самую лучшую сторону. Видите, еще и звезда. Солнце и звезда показывают, что могут быть очень счастливые отношения с большим успехом. То есть отношения уже соотносятся с тем, чтобы был большой успех. Просто нужно по-доброму. Нужно более гармонично, нужно тише быть, вот так. Шепотом надо быть. То есть не надо быть громким голосом в этих отношениях, надо быть шепотом, романтичным шепотом. И вы увидите совсем другое. Вы увидите, что отношения обернутся очень большим счастьем. Вот. Ну вот такой ответ. Вообще, знаете, я заметила, что к кошке, что к собаке, что к корове, что хоть к кому, да, или что к человеку, если ты по-доброму относишься, если ты хороший друг, если ты хороший человек, рано или поздно к тебе как прирученное существо начнет относиться хорошо. Вот это ключ к успеху в любых взаимоотношениях, рабочие, нерабочие, с детьми, с любимым человеком, с друзьями, с коллегами по работе, с родственниками. То есть просто нужно время. Вот время и приручение, ну вот какое-то не как с манипуляцией по дьяволу, да, а от души. Просто от души будь добрым человеком и хорошо относись, к тебе будут все равно в итоге хорошо относиться. Ну, вот такой ответ сегодня. Всем спасибо за внимание. Пишите свое мнение по поводу этого расклада, как вам он резонирует. И до новых встреч.